В эфире программа «Вести культура». Гость в нашей студии сегодня Светлана Каликова, министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. С 1 сентября по инициативе президента страны Владимира Путина стартует новая федеральная программа привлечения молодежи и детей к изучению художественной культуры и искусства. Называется она «Пушкинская карта». Светлана Анатольевна, расскажите нам, пожалуйста, что же такое Пушкинская карта? Действительно, как вы и отметили, по инициативе президента России Владимира Путина на территории всей страны стартует программа «Пушкинская карта». Направлена она на то, чтобы приобщать молодых людей от 14 до 22 лет к нашему богатому культурному наследию. И я еще хочу отметить, что ведь не только подростки и молодые люди, студенты, школьники. В эту категорию молодых людей заходят ведь и молодые родители, которым на сегодняшний день не исполнилось еще 23 года. То есть это могут быть молодые мамы от 18 до 22 лет. И у них есть возможность посетить со своим ребенком учреждение культуры, прийти, к примеру, в кукольный театр со своим ребенком. В этом случае вот эта молодая мама может приобрести билет себе по Пушкинской карте, а ребенку уже детский билет, который стоит совсем недорого в наших учреждениях культуры. На сегодняшний день в этом проекте участвует более 1100 учреждений культуры по всей стране. Конечно же, Чувашия тоже является одним из активнейших участников этого проекта. На сегодняшний день в проекте планируется участие 6 наших театров. Это все республиканские театры. 3 музея. Это музей имени Андриана Николаева, который расположен в Мариинско-Посадском районе в Шоршилах, Чувашский государственный художественный музей и Чувашский национальный музей. Кроме того, 3 театрально-концертные организации также станут участниками этого проекта. А как же будет выглядеть данная карта и как ее можно будет оформить? Оформить ее можно будет на портале Госуслуги РФ. Все молодые люди от 14 до 22 лет, начиная с 1 сентября, получат возможность оформить эту карту. В ближайшем будущем, в конце сентября, можно будет уже заказать через банки, которые работают в этом проекте, уже реальную карту с собственным дизайном. Какую же сумму можно будет потратить держателям карты на посещение музеев, театров? Каждый молодой человек от 14 до 22 лет на виртуальную карту или в последующем на реальную карту получает 3000 рублей. В Чувашской республике это 105 тысяч молодых людей, которые получат эту карту и вот соответствующую сумму. Хочу обратить внимание, что вот эти 3000 рублей, они будут использоваться только в тех учреждениях культуры, которые участвуют в проекте «Пушкинская карта». То есть прийти в магазин и направить эти средства на какие-то свои цели не получится. Где можно посмотреть афишу тех мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте? Мы говорим о том, что в первую очередь на портале «Прокультура РФ». На госуслугах тоже можно будет посмотреть эту афишу. И, конечно же, каждое учреждение культуры, которое участвует в этом проекте, у них будет соответствующая вкладка, соответствующая точка входа для того, чтобы молодой человек мог посмотреть, какие проекты будут участвовать в Пушкинской карте, что можно посмотреть, какие мероприятия смогут они посетить. Вы сказали, что Пушкинской картой нельзя будет воспользоваться в своих личных целях, например, в магазине. Я думаю, у многих возникнет вопрос, можно ли посетить, допустим, концерт известного русского исполнителя, или же это тоже будет невозможно? Ответ на этот вопрос зависит от того, заявился ли организатор концерта или исполнитель в этот проект «Пушкинская карта». Если он работает в этом проекте, то, конечно, да. Я хочу отметить еще и то, что Пушкинская карта, она работает по территории всей страны. То есть можно посетить учреждение культуры как в Чувашии, так и за пределами нашего региона. Первым, кто присоединился к новой госпрограмме «Пушкинская карта», стал Русский драматический театр в городе Чебоксары. Сегодня мы находимся именно здесь. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Ну что ж, разрешите представиться. Русский драматический театр. Добро пожаловать. Русский драмтеатр в Чебоксарах был основан еще в 1922 году. Его репертуар разнообразен. На сцене проходят спектакли по произведениям русской и зарубежной классики, а также современной драматургии. Директор Русского драматического театра Дмитрий Капустин признается, правительственную идею создания Пушкинской карты приняли с большим энтузиазмом. Мы этому очень рады. Мы были готовы к реализации этой программы, потому что
В репертуаре театра на сегодняшний день более 40 спектаклей для возрастной аудитории, как раз которая заявлена в данной программе. Прежде чем попасть в афишу, каждый спектакль проходит модерацию на портале «Культура РФ», а затем оценку регионального экспертного совета. 19 постановок драмтеатра уже одобрены к просмотру. Их можно будет увидеть в афише «Пушкинской карты». Каждый спектакль, и ни для кого это не секрет, так же, как и телевизионная передача, имеет возрастное ограничение. И именно поэтому не все спектакли по тем или иным причинам могут войти в репертуарный план программы «Пушкинская карта». Спектакль, и репетиция которого сейчас идет на сцене, это спектакль в постановке петербургского режиссера Игоря Лебедева «Поединок» по пьесе Куприна, который прошел модерацию и уже в сентябре будет показан в нашем театре. Весь перечень спектаклей, которые с этой осени можно будет посетить по Пушкинской карте, будет заявлен на портале «Культура РФ», который заработает с 1 сентября. А на сайте Русского драматического театра rusdram21.ru эти постановки уже отмечены специальным зеленым значком. Там же можно и купить билет на представление. Нажать на кнопку «Купить билет». Как только вы попадете на наш текущий репертуар, вы увидите те спектакли, которые отмечены специальным значком программы «Пушкинская карта». Выбирая тот, который вам по душе, вы его легко приобретаете. Если же зрителю удобнее приобрести билет в кассе, это тоже возможно. Там установлены так называемые белые терминалы, которые обслуживают не только пластиковые банковские карты, но и электронный формат, как у Пушкинской. А вот приобрести билет для друга по карте никак нельзя. Они все именные. Дмитрий Капустин отметил, для обладателей Пушкинской карты не будет определенных дней. В Русском драматическом театре молодежь ждут в любое время. Если спектакль, заявленный в репертуаре, отмечен специальным знаком участника программы «Пушкинская карта», он может ходить и 2, и 3, и 4 раза в неделю. Мы ждем таких зрителей, мы их очень любим. Пушкинская карта – это своеобразный акт доверия и признания поколения Z наследниками культуры, уверены в Министерстве образования республики. Также это и первые деньги, которыми можно распорядиться самостоятельно и потратить на то, что интересно, то, что развивает и формирует новые знания и впечатления. И не где-то в соцсетях, а вживую. Это и встреча с настоящим искусством, которое может стать для многих поворотным моментом в жизни. Хотелось бы высказать просто слова восторга, восхищения, а самое главное, глубокой благодарности президенту за все новые и новые инициативы, которые направлены, прежде всего, казалось бы, на поддержку людей. Но, с другой стороны, через такую поддержку конкретным людям президент, конечно же, оказывает очень огромную поддержку и разным отраслям. В данном случае, конечно же, отрасли культуры, искусства. Пушкинская карта – это проект президента страны, который стартовал сегодня. Это замечательная возможность для нашей молодежи приобщиться к тому, о чем мы, взрослые, очень много говорим. Это музеи, это театры, это современные постановки. Это ведь тот самый мир, который формирует внутренний духовный мир человека. Ведь можно быть очень хорошим физиком, очень хорошим математиком, но важно, чтобы в душе звучала музыка, да, и через это вдохновлялась наша молодежь на замечательные проекты, на победы. И это все дает только культура и искусство. Данный проект является, на мой взгляд, очень интересным подходом в приобщении молодежи к культурным ценностям. И не секрет, что не все студенты могут себе позволить любой музей, любое иное учреждение культуры, которое содержит в своих стенах замечательные экспозиции. И это материальная поддержка в первую очередь. Студенты и школьники Чувашии с воодушевлением восприняли новость о запуске новой госпрограммы. Самое прикольное то, что ей можно пользоваться по всей России. Все мероприятия буду отслеживать на портале kultura.rf. Я очень люблю театры, особенно постановки по повестям русских классиков. И я думаю, что Пушкинская карта мне поможет еще больше стать и заядлым театралом. Пушкинская карта хороша тем, что можно не тратить свои карманные деньги и посещать культурные мероприятия. Я уже несколько лет изучаю творчество художников французского импрессионизма XIX века.
Я бы хотел, чтобы такие выставки проходили в Чебоксарах чаще. Лично у меня очень насыщенная студенческая жизнь, и я не успеваю даже просто выйти погулять. Мне хочется и развлечься, и встретиться с подружками, поэтому для меня Пушкинская карта станет очень таким мотиватором большим для того, чтобы я приобщилась к искусству. Министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что Пушкинская карта – это беспрецедентный проект. Он поможет не только привлечь внимание молодежи к учреждениям культуры, но и воспитать в детях гармонично развитую личность, в которой в равной степени будут заложены чувства патриотизма, любовь к родине, традициям своего народа и его культурным ценностям. К тому же в каждой семье разный достаток, а Пушкинская карта дарит равные возможности в изучении истории и искусства. Дорогие друзья, хочу обратиться как к молодым людям от 14 до 22 лет, так и к родителям этих молодых людей. Правительство делает все возможное для того, чтобы наши дети могли посещать театры, музеи. И с вашей стороны тоже, конечно, должен быть сделан встречный шаг. Воспользуйтесь этой возможностью, приходите в театры, в музеи. Ждем вас.